Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости канала, подписчики. Давайте сегодня на песочке посмотрим такую тему. Тайный поклонник. Кто он? Почему притаился? Почему не говорит о своих чувствах? Почему не ищет встречи? Загадайте, пожалуйста, на себя. Подумайте о себе. И спросите, кто мой тайный поклонник, есть ли он и почему он тайный, почему не желает проявиться. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками и дадут нам знать то, что скрыто, и то, что мы хотим узнать. Так, тайный поклонник, тайный поклонник. Ну, тут есть тайный поклонник, причем так, есть мужчина, с которым вы не были ни в связи, ни в общении, вообще про него мало что знаете. Он может быть совсем рядом с вами, может быть, вы работаете вместе, либо по соседству живете. И есть еще один мужчина, который также является вашим тайным поклонником, но этого человека вы 100% знаете. У вас с этим человеком были контакты, но контакты вот прерванные, да, сейчас, в данный период времени. Давайте начнем, наверное, со второго, да, потому что по нему как-то прям вообще много информации идет. Это человек среднего роста, светловолосый. Глаза у него светлого оттенка, даже могут быть карие, но не черные, понимаете, светлые. Вот у него как-то больше света идет, от него, вернее, света больше идет. С этим человеком вы сталкивались по каким-то профессиональным его, например, либо вашим делам. То есть либо вы ему какую-то профессиональную услугу оказывали, либо он вам оказывал профессиональную услугу. И этот человек не женат. Человек свободный, человек может быть по возрасту младше, чем вы, а может быть, как и вы. Понимаете, вот как бы вот разница, может быть, ментально еще, кстати, отыграться разница, что вы, ну, как понаивнее, что ли, чем он, хотя вы можете быть одного возраста. То есть здесь... Но человек такой, знаете, стабильный, спокойный, знает, что делает, знает, чего в жизни хочет. Особенно это может отыграться у девочек, которые в браке либо в отношениях состоят. Значит, вы этому человеку очень понравились. Но он, знаете, он... Как бы вам правильно сказать, да, например, зная, что вы замужняя женщина, он просто как приличный человек не позволил себе ничего лишнего. Если вы не замужняя дама, то здесь, как знаете, не хватило времени. Не хватило времени, и, может быть, действительно он там засмущался, распереживался и как не успел, да, не успел там как-то вам даже намекнуть на свои чувства. Вы должны понимать, что этот человек, он либо знает про ваши социальные сети, либо постоянно вас в социальных сетях ищет. Очень хочется общаться. Очень хочется хотя бы знать, что вы, как вы, что в жизни у вас происходит. То есть вы ему снитесь, он о вас думает, он даже, может быть, где-то уже с вами мысленно и разговаривает. То есть у человека такое хорошее, стабильное чувство к вам. Любовь ли это? Ну, я как не могу точно вам сказать, да, но то, что влюбленность есть, это точно. И чем больше времени проходит между вашей вот этой встречей, либо вашим деловым контактом, все больше и больше этот человечек о вас вспоминает, думает и сокрушается по поводу того, что он, ну, скажем так, не проявил инициативы и, ну, никак, скажем так, не продвинулся к вам, да, то есть говорит, ну что ты чурбан такой, да, ну почему даже не намекнул, там можно было поговорить, можно было там как-то вот, может быть, пригласить, может быть, зацепиться, да, за что-то, чтобы там продолжить это общение, то есть корит себя достаточно
достаточно так серьезно. Кстати, обдумывает он сейчас такой момент, как бы с вами еще раз связаться, то есть какую причину найти. Может быть, там где-то что-то, да, там типа я вспомнил, что нужно там что-то там где-то доделать, подписать, написать. То есть он думает, у него есть планы какие-то, планы, но которые, знаете, такие сыроватые пока, еще до конца не додумал. Ему очень, знаете, как бы неловко будет, если вы догадаетесь, да, что он типа специально все это спланировал для вашей встречи. Но с этим человеком, ну, я не знаю, при каких обстоятельствах, я здесь не вижу, но он найдет такой путь, чтобы с вами еще раз встретиться. Девчонки, это именно человек, с кем у вас были деловые контакты, то есть, ну, работа, дела, какие-то, может быть, вопросы, связанные с сервисом каким-то, да, вот, может быть, вы обращались там к юристу, может быть, кстати, к врачу вы обращались, да, то есть мужчина светленький, светлой масти, светлокожий, светловолосый, и глаза у него, даже если и карий, то светлого оттенка, понимаете? Вот он такой весь, ну как это правильно сказать, славянской внешности. Светленький, в общем, мужчина. Значит, здесь еще не точка, здесь еще будет продолжение. Каковы будут его действия, вернее, какова будет ваша история, я здесь не вижу. Но вижу, что у человека есть желание, и он вот сейчас, в данный момент, занимается тем, чтобы, ну как-то, знаете, придумать такую хитрую штуку, да, чтобы и не показать свою заинтересованность, но тем не менее с вами встретиться. Он вам, скорее всего, там напишет, позвонит, и у вас как бы отношения, ну, наверное, такие отношения будут, да, ваше общение будет возобновляться. Вот как-то так идет. Так, следующий момент. Ну, тут на работе кто-то, явно на работе, потому что с этим человеком постоянно идет контакт. Контакт может быть как вербальный, то есть вы общаетесь, там, разговариваете, ну, там, просто здороваетесь. И может быть просто визуально, да, он вас постоянно видит. Видит, смотрит на вас, да, там, вздыхает по вам. Но здесь у человека явно какой-то блок. Либо у него какое-то сложное финансовое положение, либо человек не свободен. Если не свободен, то тут, знаете, как одно из другого истекает. Значит, человек знает, что если он будет, например, разводиться, то он будет с финансовым блоком, да, вот как-то так идет. Значит, это, кстати, может быть ваш начальник даже. Причем начальник там не непосредственный, а тот, кто там выше всех, да, самый главный начальник. Значит, этот человек, он в данный момент не имеет никакой возможности, либо никакого повода, либо, ну, так сложилось, да, что он не может с вами ни заговорить, ни подойти, ни пообщаться. Ему от этого очень-очень грустно, и такая, знаете, печалька его периодически накрывает. Что его радует? То, что есть возможность вас видеть ежедневно. У кого-то, девочки, это может отыграться сосед, да, сосед, который там живет, там, может быть, в соседнем доме, либо в вашем подъезде. То есть вы видитесь с этим человеком. По крайней мере, человек вас видит чуть ли не каждый день. Когда он вас не видит, он просто становится больным. Прям вообще, вот знаете, там выходной день, например, ему ничего не хочется, его ничего не радует, а вот там, например, понедельник, да, нужно идти на работу, а он прям в припрыжку бежит, потому что знает, что увидит вас. Но здесь видите, как он ограниченный. Значит, что хочу сказать, вот с этим вторым человеком у кого-то контакт так и не состоится, вот просто не состоится, потому что, ну, так случилось, да, так сложилось. Он будет любить вас просто вечно, мечтать о вас, представлять вас, и, ну и все, да, то есть его женщина-муза, мечта. А у кого-то может быть контакт, но у кого случится контакт, там будет любовная история, вы прям любовниками станете, понимаете. Брака я не вижу, может быть, это в будущем последует, но я вижу тут прям любовную связь, когда люди горят в огне страсти, когда они вот прям сходятся, и все у них получается, да, вот именно в плане любви. Интимная близость, да, пойдет у вас. Значит, девчонки, нравитесь и нравитесь, конкретно нравитесь. Что я еще хочу сказать, что вы многого не замечаете. Здесь не только тайные поклонники, тут есть поклонники, которые вам очень симпатизируют. То есть есть мужчины, которые на вас посматривают, которые хотели бы с вами общаться, хотели бы, может быть, как-то вот ближе к вам быть, чем это возможно. Но вы почему-то вообще в упор не видите восхищенных взглядов и подмигивающих мужчин. Вообще не видите. Вы какая-то такая, знаете,
слишком сильно сосредоточенная на себе, на жизни, да, там работа, дом, дела и все. То есть не позволяете себе кокетничать, не позволяете себе отдыхать и расслабляться. Кто, девочки, у меня с неустроенной личной жизнью, я бы вам посоветовала выделить хотя бы один день в неделю и хотя бы посещать какие-то публичные места. А желательно, может быть, там с подружками там традицию сделать, да, ходить там куда-нибудь в какой-нибудь бар, да, то есть просто посидеть, повеселиться, может быть, в какой-то клуб, да, пойти потанцевать, потому что вам это просто жизненно необходимо для, во-первых, поддержания своих жизненных сил, а во-вторых, для прокачки новой энергетикой. Просто нужно, девочки, вот через не хочу, там, не могу, через, может быть, отсутствие средств, либо отсутствие времени, изыщите этот момент. Выходите в люди, идите, общайтесь, вам это крайне необходимо. И знаете, вот это общение привлечет в вашу жизнь очень хорошего человека. Человека, с которым вы действительно любовь закрутите. Тут еще и личное сложится, и замуж пойдете, будете счастливой женщиной. Мои милые, на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.